Ну что, Руслан, рухнула очередная пирамида Финика. И снова возмущенные, обманутые вкладчики говорят о том, что куда смотрело государство. Ну, причем есть государство, да, вот сколько раз уже твердили миру, что беспроцентный кредит бывает только в мышеловке, а что за любой халявой скрывается наверняка развод. Но наши эти доверчивые граждане, которые жалуются на государство, они с каждым разом наступают снова и снова на эти денежные грабли. Так ли они доверчивы? Вот мне кажется, все прекрасно понимали. Ну, наверняка понимают, но все равно в это дело влезают, потому что наши люди привыкли рассчитывать либо на дядю, либо на авось и на то, что само собой все рассосется. Но вот скажи, вот как можно в здравом уме, да, брать микрокредит в 100% годовых? Ну вот как? Руслан, давай сегодня об этом поговорим, и о Финике, и о должниках, и о кредиторах. Давай, но для начала посмотрим сюжет. Рустем Абдеев хотел стать миллионером, но в одночасье превратился в должника с тяжелым грузом. Мужчина, музыкант со скромным доходом, набрал кредитов и инвестировал в компанию «Финика». Сейчас его наследство – это более 7 миллионов рублей долга перед кредиторами. Ну, чисто своя жадность, короче, если только себя обвинят. Ну, а с одной стороны, жалко, да, то можно было бы облегчить свою жизнь как-то. «Финика», окутавшая сетями всю страну, обещала своим вкладчикам баснословную прибыль. На пафосных презентациях менеджеры рассказывали, что их компания – стопроцентная гарантия успеха. И, конечно же, не финансовая пирамида. Чем больше денег вложишь, тем больше получишь. Но это только на словах. Для нас «Финика» – это бытовая сеть, которая позволяет продвигать наши продукты, получать обратную связь очень быстро от клиентов и от партнеров. Ну и, соответственно, давать возможность зарабатывать. Нужна новая машина – это не проблема. Внесите 35% от стоимости, а остальное добавит фирма. И уже через 4 месяца можно ехать в автосалон. «Финика» использовала множество уловок, чтобы вытянуть из людей деньги. Для вступления в программу нужно приобрести биткоины, затем обменять их на несуществующую валюту цифроны. Они не торгуются на бирже и вообще не имеют никакой ценности. Люди сами целенаправленно, как жажда наживы у них была, закладывали свое имущество. Им говорили, что можно в течение 5-6 месяцев погасить, допустим, ипотеку, отдать 35% от стоимости, и тем самым они будут счастливы, богаты. Но на самом деле у них отбирали квартиры тоже. У компании нет юридического лица в России. Она была зарегистрирована на Карибском море в государстве Сент-Люсия. По данным татарстанской прокуратуры, из людей создатели пирамиды вытянули около 80 миллионов рублей, хотя реальная сумма может составлять до 7 миллиардов. В начале 2020 года передали информацию о существовании такой организации, имеющей признаки финансовой пирамиды, в правоохранительные органы. И узнали в конце 2020 года о том, что в отношении этой организации было возбуждено уголовное дело. Но, тем не менее, мы видим то, что граждане, даже несмотря на процедуру возбуждения уголовного дела, они все равно продолжали вкладываться в эту организацию буквально до середины 2021 года. Что касается Кирилла Доронина, основателя финансовой пирамиды «Финика», то он почувствовал, что запахло жареным, сменил имя и фамилию на Онура Намика, а заодно получил турецкое гражданство и пытался скрыться за границей. Но правоохранители его благополучно задержали. Сейчас основатель пирамиды находится в СИЗО. Офисы компании «Финика» находились фактически во всех городах России, даже странах СНГ. В Уфе, к примеру, один из них был здесь, на проспекте 82, вот за этой дверью. Сейчас помещение закрыто, а телефонные номера, указанные на сайте, недоступны. Официально организация в черном списке Банка России. Как говорится, все. «Финика» ля комедия. Занимаешь деньги чужие, отдаешь свои. Эту присказку часто забывают те, кто не рассчитал свои финансовые возможности или не хочет терпеть копить. Взять деньги долг, конечно, легче, чем заработать. Авось потом само как-нибудь рассосется. По данным Центробанка, на начало 2020 года жители России только банкам должны больше 17 триллионов рублей. Почти годовой бюджет России. А еще долги за ЖКХ, штрафы, налоги, алименты. Что заставляет людей надевать долговой хомут? Какие бывают последствия этого и как их избежать? Обсуждаем сегодня в программе «Честно говоря» вместе с Алсу Сликаевой и нашими гостями. Итак, представлю их. Зариф Байгускаров, депутат Госдумы, член Комитета по государственному строительству и законодательству. Зульфия Гайсина, правозащитник, ответственный секретарь Совета по правам человека при главе Республики Башкортостан. И Олег Галин, тоже член СПЧ при главе республики, владелец юридической компании с опытом работы и в МВД, и в службе судебных приставов. Здравствуйте, уважаемые гости. Ну вот мы начали сегодняшний выпуск с сюжета по «Финика».
очередной финансовой пирамиде, в которую люди вложились и которая благополучно, в кавычках, рухнула. Скажите, пожалуйста, вот есть ли у людей, у этих вкладчиков вероятность и возможность вернуть свои деньги? Вот, Зульфия. По поводу вероятности сложно сказать на том этапе, на котором сейчас находятся эти люди, поскольку, скорее всего, у этой организации нет ни на счетах ни копейки, ни имущества, соответственно. Бывают разные пирамиды. Вот по поводу Финика, насколько мне известно, люди вкладывали действительно не только свои деньги, они занимали, перезанимали, получали кредиты для того, чтобы вложить как можно больше денег в надежде получить золотые горы. Но по итогу, как обычно это бывает в финансовых пирамидах, все в один момент рухнуло. И на сегодняшний день я полагаю, что владельцы этой финансовой пирамиды подготовились основательно и сделали так, что люди свои деньги вернуть не смогут. Единственное, что здесь чего можно добиваться, это только возбуждение уголовного дела. Ну, естественно, попытаться еще в процессе, в деле о банкротстве каким-то образом отследить те движения денежных средств, которые осуществлялись со стороны владельцев финансовой пирамиды, и попытаться все-таки найти финансовый след и вернуть свои деньги, но, скорее всего, уже не в том объеме, в котором были вложены, а какие-то вот действительно копейки. Понятно. Олег, вот вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, вот каким образом вообще появляются вот, ну, такие долги? Вот сколько людям можно говорить о том, что за халявой всегда скрывается какой-то развод, либо обман, либо мошенничество, но они все равно продолжают туда вкладывать, в том числе и кредитные деньги? Руслан, вот я вам могу сказать со стопроцентной точностью, что вот среди потерпевших вот, от действий, скажем, вот этого кооператива, финансовой пирамиды, любого другого, среди потерпевших есть люди, которые сознательно знали, что будет такая история, но несли свои деньги. Я объясню. Сейчас сложился в стране такой некий тотализатор вот по вот этим финансовым пирамидам. Суть пирамиды какова? Сначала пирамида заманивает людей к себе. Чтобы людей заманить, первым вкладчикам идут выплаты. То есть начинает строиться эта пирамида до нулевой точки, когда уже привлеченных вкладов не хватает на возврат денег тем, кто вкладывал, да, процентов и так далее. Вот это нулевая точка, и пирамида рушится. Так вот, пока она строится, у нас целая армия профессиональных вкладчиков в стране, которые знают, что на начальном этапе они эти деньги получат. То есть проценты, которые обещает пирамида, они их получат. Они несут туда эти денежные средства. Они получают свои сливки. Но люди, которые, скажем так, в этом не участвуют профессионально, они видят, ага, оборот большой, люди деньги несут, давай-ка я тоже. Профессиональные вкладчики выступают такими рекламой для других. То есть они дальше заманивают, получается, но ведь это же мошенничество. Они не заманивают, они работают на свой карман, то есть они знают, что они получат процент, потому что идет момент строительства пирамиды. Что получат проценты, только зная, что туда еще кто-то придет. Они сознательно рискуют. А вот уже те, кто организовал эту пирамиду, они на их примере показывают людям, что смотрите, выплачиваем, несите. Понятно. И люди несут. Так, хорошо. Вот вы упомянули судебных приставов, да? Да. Зариф, у вас огромный опыт работы, руководства именно этой службы. Мы сегодня говорим о долгах. Можно сказать, что вы сопровождаете должников и кредиторов большую часть своей жизни. Каким образом они образовываются, вот должники? Это что, менталитет такой? Или следствие каких-то обстоятельств? Вот по поводу вот, то, что сейчас был сюжет по Финика. Вообще люди, ну, по своей сути, они алчные все равно. Вот они понимают, что это невозможно, но все равно вот жажда какой-то наживы, получения денег, они все равно его несут. Надо понимать, что те проценты, которые предлагают вот такие пирамиды, можно заработать только двумя путями бизнеса. Либо продавать оружие, либо наркотики. Только тогда можно зарабатывать. Честно заработать такие деньги невозможно. Следующее... И то, и другое особо тяжкие преступления. Конечно, разумеется. Почему мы начали с Финика? Да? На самом деле здесь проблема глубже, и тема глубже. Вот люди понимали, что их могут обмануть, но все равно занимали у кого-то деньги и несли в эту финансовую пирамиду деньги. Вот мы и пытаемся разобраться, в чем проблема, в чем корень в менталитете. Вот, допустим, условно другая ситуация. У человека низкий доход, но он все равно готов брать какой-то микрокредит под гигантские проценты для того, чтобы условно там купить себе какую-то вещь. Вот в чем собака зарыта? И образовывается должник. На самом деле, я думаю, что вот здесь, кто находится, они более, может быть, подробно расскажут, потому что они имеют опыт быть должником либо взыскателем. А вообще, вот я ведь работал еще 8 лет рядовым судебным исполнителем. И, конечно, с такими людьми я имел дело часто. Я их этот вопрос задавал.
они мне просто говорили, что ну как-то вот хотелось хорошо пожить, хотелось как-то, чтобы на хорошей машине кататься. Я говорю, ну есть ведь такая поговорка, по одеялу ноги протягивай. Они этого не понимают, к сожалению. Кстати говоря, для того, чтобы таких случаев не было, каким-то образом сберечь людей, мы внесли изменить закон, согласно которого мы ограничили открытие микрофинансовых организаций. Потому что бывает так, человек там взял 10 тысяч рублей, там, я условно пример беру, через какое-то время они должны там 150 тысяч. Конечно, они несут долговую яму, то есть как бы их ведет. Поэтому сейчас микрофинансовые организации, например, по договору до года, пени процента не имеют права накручивать более 1,5 раз от самого тела кредита. То есть, ну, не более 15 тысяч будет. Зульфия, аналогичный вопрос, да, все-таки вот образование долгов, появление долгов, это что, это безответственность человеческая, либо вот такие вот какие-то чрезвычайные жизненные обстоятельства? Как это бывает? Можно разделить, наверное, на несколько категорий должников. Есть должники, которые по собственной инициативе, прекрасно осознавая, что не будут возвращать эти денежные средства, занимали Есть либо такие. у банков, либо у физических лиц, либо у юридических лиц. Есть люди, которые занимают в надежде, что у них появится финансовая возможность для того, чтобы отдать. Но это в основном бывают заемщики у банков, ипотечные кредиты, когда берутся, или на приобретение каких-то автомобилей, где есть залог. И есть должники, которые становятся должниками не по своей воле. Вот, допустим, ну, в качестве примера яркого, наверное, я сама могу о себе сказать, поскольку я выступила поручителем. Да, я выступила поручителем, и на сегодняшний день основной должник, он не рассчитался с кредитами, соответственно, я отвечаю за его долги. А кто был, за кого вы поручились? За близкого человека, в котором была очень уверена. Но, к сожалению, вот так получилось, что сейчас этот человек не отдал денежные средства. Есть должники, опять же, которые становятся должниками не по своей воле, а, допустим, по воле случая. Это когда происходят какие-то обстоятельства, ну, допустим, авария на автомобиле, либо залив квартиры, пожар или что-то такое, которое не зависит от воли самого физического лица. Есть должники, которые умышленно не уплачивают алименты. Как мы понимаем, мы правильно понимаем, да, что есть несколько типовых категорий, и надо к каждой категории подходить, ну, индивидуально. Так, Олег? Я бы добавил, да, что есть еще категория должников и категория взыскателей, опять-таки, профессиональных. Есть профессиональные взыскатели и профессиональные должники. А вообще корректно называть их коллекторами? Или все-таки лучше взыскателями? Нет, я сейчас имею в виду простых граждан, которые становятся профессиональными должниками, профессиональными взаимодавцами. То есть это, ну, раньше ростовщики называли, да? Сейчас любое физическое лицо может дать деньги другому физическому лицу, юридическому лицу под проценты. И люди это превращают в свой бизнес. Ищут порой людей, которые находятся в безвыходной ситуации. И дают деньги под гигантские проценты. Та же самая микрофинансовая организация, но только занимается этим физическое лицо. И Только не зарегистрировано, и получается. запретить ему это нельзя. Человек, находящийся в ситуации, нужна операция, там, родственник болеет раком, срочно нужны деньги, нужно за границу везти. Он подпишет 200, 300, я видел эти расписки. А насколько законна такая деятельность? Ну как, это добровольный договор между сторонами. Он, значит, не имеет никаких ограничений, если стороны согласны на эти условия. Они, пожалуйста, я видел расписки, которые под 1000% заключались. Человек дает 1 000 000 под 1000%. Спасибо большое. Кто, кому, сколько должен в Башкирии, на что тратят взятые в долг деньги? Посмотрим, обсудим. По данным Нацбанка Башкирии, на начало 2021 года население республики имело задолженность перед банками 543 миллиарда рублей. Половина суммы приходилась на ипотеку. В целом жители добросовестно платят по кредитам. Просрочка в 4% по потребительским кредитам и 0,6% по ипотеке. В этом году тоже достаточно популярно, как вы знаете, из-за пандемии спрос на загородное жилье и на дачи. Вот, поэтому люди берут потребкредиты, покупают дачи для летнего отдыха. Наверное, основное. Кредитные карты, они пользуются как такие достаточно оперативные потребности ресурсы. А так плановые люди все-таки считают свои расходы, объединяют разные кредиты более дорогие и берут рефинанс. Обеспокоенность Нацбанка вызывает уровень долговой нагрузки. Объем кредиток с средним доходом для человека в Башкирии составляет 36%, и это выше, чем по стране. И значит, что люди больше живут в долг, чем сберегают. Брали кредит, то есть, получается? Брал, да, как-то. А на какие цели и надолго ли? Ну, кредит, обычно на такие обычные цели, в смысле, на свои бытовые, то есть, там что-то надо прикупить, там, допустим, бытовуха. Брали на ремонт, брали, так денег не хватает,
Самое главное вовремя отдать, это очень удобно. И не побежишь соседки занимать, краснеть. А тут сразу дадут срок, отдашь, еще бери сколько надо. Вообще я стараюсь не пользоваться этими микрокредитными организациями, вот, потому что знаю, что это не очень хорошо, вот, потом не расплатишься. Ожидая, что долговая нагрузка у граждан может увеличиться из-за чрезмерного роста цен, Банк России принял следующий комплекс мер по ее сдерживанию. Повысил требования банкам, теперь невыгодно давать в долг тем, у кого уже есть кредиты. Усилил надзор за недобросовестными практиками банков, например, когда начисляют штраф за просрочку больше допустимого. Вступил в силу закон о недопустимости мелкого шрифта в договоре. В течение 2 недель заемщик может отказаться не только от страховки, но и от других навязанных услуг. Для нелегальных кредиторов введено уголовное наказание. Гражданин, когда принимает решение, что ему необходимо кредитоваться, он должен четко понимать, какую денежную сумму ему придется возвращать. Если все-таки вы столкнулись с подобной ситуацией, что вам приходится отдавать по кредиту достаточно крупную денежную сумму, у вас в наличии в силу определенных обстоятельств ее нет, то в этом случае не надо паниковать. Первое, это нужно постараться реструктурировать долг. Вы можете постараться договориться со своим кредитором, чтобы вам выстроили новый порядок погашения задолженности, либо обратиться в какую-то иную кредитную организацию, где на более длительный срок вам предоставят деньги для того, чтобы погасить первоначальные кредиты. Ну, ситуации бывают разные, действительно. Зариф, скажите, пожалуйста, очень часто бывает, что да, человек должен, и по закону должен, и по договору должен, но он вызывает сочувствие, потому что ему нечем отдавать, он в сложной жизненной ситуации. Что делают законодатели для того, чтобы у человека не отбирали последнее? Бывает же и такое. Вот сегодня по закону, например, человек получает пенсию 14 тысяч, да, допустим, у него по закону 7 тысяч забирают по судебному решению. Как человек будет жить на 7 тысяч? Жить невозможно. Для того, чтобы таких людей вот как-то обезопасить, чтобы они так в таких случаях не оставались, мы вот внесли изменения, согласно которого праздничный минимум трудоспособности человека на Российской Федерации, она будет сумма неприкасаемая. Сегодня сумма составляет 12 702 рубля. То есть, если человек получает 14 тысяч пенсии, у него 12 700 рублей, никто не имеет права арестовать, в том числе судебным по судебному решению. Такая несгораемая сумма. Да, неприкасаемая сумма. 1300, пожалуйста, могут забрать по судебному решению на погашение долга. Конечно, банки нам говорили, что если вы этот закон примете, то есть мы тогда будем банкротиться. Вот только хотел спросить. Да, конечно, должник вызывает сочувствие, особенно неимущий, малоимущий, да? Но как же быть с правами кредиторов? Пусть тогда не дают деньги, да, Олег? Но здесь я считаю, что они даже тоже думают, кому они дают, и все-таки должны, как они вернуть его. Я бы сказал, Олег, что сейчас кредиторы – это, наоборот, самая незащищенная прослойка вот в этой истории. Это да? спорный вопрос. Ну, смотрите, особенно если иметь в виду банковское сообщество. У нас должников сейчас обезопасили, вот именно государственно обезопасили полностью. Это сейчас вот этот антиколлекторский закон, вы знаете, он же не первый год действует, когда лишний раз должнику не позвони, лишний раз должнику не приди, естественно, не нагруби, не говори дерзко и так далее, иначе будет ответственность, будешь отвечать и так далее. Должники сейчас в этой среде себя чувствуют очень комфортно. Несгораемая сумма в размере прожиточного минимума – это социально справедливо. Это справедливо. Это справедливо. Однако, я говорю, коллеги, если... вот по жилью, да, квартиру забрать не могут, потому что это квартира должника, единственное жилье. Ипотечную банк заберет, потому что, если мы говорим про банк, потому что эта квартира не принадлежит еще. Это не его квартира. А если единственная квартира, это тоже предмет роскоши, допустим, какой-то особняк? А вот сейчас я вам скажу, значит, уже действуют созданы прецеденты в Московском городском суде, уже второе такое вынесено решение. Значит, у должника все долго не квартиру отбирают, а понижают ее метраж. То есть у человека квартира 200 метров, ему оставляют 50. А остальное идет на для этого необходимо всю квартиру продать. Для этого, естественно, производится расселение. То человеку выделяют жилье на 50 квадратных метров. В этой схеме участвует сам взыскатель. Кто реализует этот механизм? Этот механизм реализует служба судебных приставов, конечно же, совместно с мы сейчас говорим о прямых договорах, когда есть заемщик и есть взаимодавец. Но есть ведь случаи другие, когда взыскателем становится лицо, которое являлось потерпевшим по какому-то уголовному делу, или в результате недействительной недобросовестности должника получилось так, что у взыскателя забрали какое-то имущество, а должник не возвращает деньги.
И вот в этих случаях, когда ограничивается возможность взыскивать максимальную сумму вот из той же пенсии, когда остается прожиточный минимум, то представляете себе, вот взыскатель, который остался без квартиры, допустим, в результате недействительной сделки, он остался и без квартиры выселенной, и без денежных средств, потому что должник, соответственно, не возвращает. Какие у вас есть предложения? Есть ли вообще какие-то предложения? Здесь у меня, наверное, юридические механизмы, которые, в принципе, уже работают. Это, во-первых, естественно, обращение в службу судебных приставов. И мне бы хотелось, чтобы судебные приставы больше работали с Гражданским кодексом, который предусматривает возможность обращения взыскания, в том числе на то имущество, которое было реализовано за 3 года до появления долга. Спасибо, уважаемые гости. А мы буквально уходим на минутную рекламу. Пожалуйста, не переключайтесь. Слушай, вообще есть такая еще присказка, да, хочешь потерять там друга или родственника, дай ему деньги в долг. А на самом деле это вот такая традиция чисто наша, вот российская, ну вот этого постсоветского пространства, давать близким деньги. Не знаю, мне кажется, что люди везде одинаковые. Но вообще, кроме финансовых долгов, есть такие социальные, что ли, долги. Это алименты, оплата ЖКХ, там, налоги, штрафы. Слушай, за алименты так-то можно и срок получить. Вот на самом именно, деле. давай об этом еще Давай тоже поговорим. об этом поговорим. Давай, все. Не переключайтесь. Смотрите во второй части программы. Камеру убирай. Убирай камеру. Долг платежом опасен. Люди, ну, по своей сути, они алчные все равно. Берешь чужие деньги и на время, а отдаешь свои навсегда. Самое главное вовремя отдать. Откуда берутся долги и что с ними делать заемщикам и кредиторам? В эфире БСТ, программа «Честно говоря». И сегодня мы обсуждаем, кто кому и сколько должен. Одно дело жизнь и бизнес-кредит, другое – долги социальные, алименты, штрафы и оплата коммуналки. Взысканием этих средств занимаются по судебным решениям судебные приставы. Как удается убеждать людей платить? Что думают о должниках их кредиторы? Посмотрим, обсудим. Вопрос о том, как заставить людей платить за услуги ЖКХ, коммунальщики поднимают каждый год, требуя от государства ужесточения законов. Ведь даже отключение газа, воды или электричества не всегда приносит желаемый результат. А задолженность все растет и растет. Только в Орджоникидзевском районе Уфы она составляет 406 миллионов рублей. Все эти люди, которые с такой агрессией встретили коммунальщиков и нашу съемочную группу, должники. На всех они собрали долгов за услуги ЖКХ более чем в 600 тысяч рублей, говорят коммунальщики. Причем самый большой у старшей по дому 300 тысяч. У вас большая задолженность образовалась. Почему вы не платите? Нет у меня задолженности. Никто еще не доказал, что эта задолженность есть. Разговор с представителями управляющей компании у них короткий. Здесь их не ждали и не ждут. А когда все-таки встречаются, то диалог проходит в непарламентских выражениях. Ты что такой наглый? Убирай свою камеру. Я говорю, камеру свою убирай. А нас вообще посчитали за рекетиров из 90-х. Даже после того, как мы показали документы, люди почему-то нам не поверили. А я не видел, ну пока. Серьезно? Да? Понятно. Кстати, весь процесс общения они зачем-то снимали на камеры. Но вот себя снимать категорически запрещали. Убирай камеру. Ты кто такой вообще, бандит, да? Все эти люди, как нам пояснили в УК, относят себя к организации «Граждане СССР». Они не признают российские законы и считают, что платить по счетам ЖКХ не обязаны. А между тем суммы долга постоянно растут, а количество желающих не платить только увеличивается. Не имеешь права меня Объясните, пожалуйста. Объясните, пожалуйста. Закон читай, безграмотный. Вот читай. Закон. Читай. В управляющей компании, а также некоторые соседи вначале просто посмеивались над советскими людьми. Но когда долг перевалил за 500 000, стало не до смеха. Ведь из-за неплательщиков страдает целый дом. Какие-то дополнительные мероприятия мы уже делать, к сожалению, не можем, потому что живых денег нет, мы их не собрали, жители не заплатили. Получается, добросовестные соседи, грубо говоря, они своими этими действиями поддерживают дом за свой счет, а другие, получается, они практически иждивенцы. Диалог у представителей управляющей компании и гражданами СССР не получился. Бандит какой-то, еще меня... Ты не имеешь права меня снимать. Довольно-таки часто граждане, которые себя позиционируют гражданами Советского Союза, ведут себя, мягко сказать, неадекватно. Это касается противодействия законной деятельности журналистской. Это противодействие законной действия органов полиции, судебных приставов. И все это, с точки зрения уголовного законодательства, является преступлением.
И хотелось бы им еще раз напомнить, что почитайте Уголовный кодекс Российской Федерации, потому что если что случится, вас будет судить именно по этому кодексу, и потом подумайте, стоит ли совершать такие противоправные действия. Еще одна категория должников – это водители. Даже такие санкции, как наложение штрафа в двукратном размере или арест до 15 суток, это если вовремя не оплатил, не пугают автолюбителей. Они все равно предпочитают не платить из своего кармана. Действует на них лишь одна мера, говорят в ГИБДД – изъятие транспортного В списке средства. злостных нарушителей, превышающих штраф на сумму более 100 тысяч рублей, в республике значится порядка 70 человек. В том числе 4 гражданина имеют штрафы более 500 тысяч рублей за административное нарушение в области дорожного движения. Что касается злостных должников из Советского Союза, то вопрос с ними коммунальщики будут решать в правовом поле. Судебные приставы, судебные приставы, судебные приставы. А вообще у них полномочий хватает для того, чтобы реализовывать все то, что им положено? Полномочий, я считаю, что хватает. Тем более, вы знаете, что мы их повысили статус. Они сейчас заработная плата у них 2 раза была увеличена. У них есть большие льготы. То есть такие же льготы, как у полиции, точно. Мы это сделали отдельным законом. И давайте не будем скрывать, да, у населения и у граждан очень много претензий к качеству и объему работы службы судебных приставов. По разным причинам, по разным основаниям, в разных ситуациях. Большинство за волокиту. То есть люди жалуются, что... Ну, есть объективные причины, просто у службы судебных приставов не хватает ресурсов и людей элементарно выполнять весь тот огромный объем полномочий, обязанностей, вопросов, за которые они отвечают. Элементарно. Я могу прокомментировать. Вот в чем здесь истина? Здесь, смотрите, по вопросам квалификации судебных приставов, здесь вопросов нет. Говорим Да, о нагрузке. сейчас, да. Вся вот эта история происходит из-за того, что, во-первых, у судебных приставов огромная текучка кадровая, огромная текучка. Только пристав вник в дело, все, начал заниматься, ушел. Устал, понял, что это не его профессия, ушел, все. Следующий пришел, опять эта история повторяется. Ну вот же подняли зарплату в 2 раза. Это все. Смотрите, во-вторых, очень большой вал дел исполнительных производств. У каждого пристава сейчас по 5-6 тысяч исполнительных производств. Кто в этом виноват? Он их не успевает возбуждать, эти исполнительные производства. Не то, что выходить на территорию, заниматься арестом. Ладно, сейчас разграничение. Сейчас есть приставы выездные группы, которые только по арестам работают. Есть, так говорится, кабинетные приставы, которые делами занимаются. Мое мнение вообще, чтобы всю эту ситуацию разгрузить, частные долги, которые не касаются государства, нужно отдать частным лицам и создать частную службу судебных приставов. Чем она будет отличаться как это от действует в западных странах. Это маршалы, это службы маршалов, которые занимаются... Понимаете, государственные приставы должны заниматься делами государственными. Когда государству не платят налоги, там, какие-то выплаты, да, комиссии по там, трудовым спорам даже на государственных предприятиях. Все остальное Вася должен, Петя, отдайте частным лицам. Хорошо, чтобы приставы начали работать качественно в своем направлении. Мысль понятна. Зариф, знаете, почему я этот вопрос несколько раз поднимал? Вот сегодня служба приставов, конечно, большая нагрузка. Вот последнее не знаю, но хотя по зарплате я не согласен, сейчас зарплата у них хорошая. Это надо признать, честно, как есть, так и есть. Нет, я про зарплату не говорил. Я говорю, что из-за нагрузки уходят. Да, закон подняли, льготы им дали, сейчас льготы полностью у них хорошие. Но вот я несколько раз предложил, носил, пока не находил поддержку, я думаю, что все равно этим заниматься я буду. Вот те штрафы, которые они сегодня исполняют, их примерно более половины, ну, как минимум половина объема работы составляет штрафы уполномоченных органов. Что такое? Это штрафы ГИБДД, штрафы там Пожнадзора, там других там общественной безопасности, милиции. И я считаю, что это не полномочия должны быть службы приставов. Они должны заниматься исполнением судебного решения. А вот как в других странах поступают, эти штрафы, кто накладывает, тот и взыскивает. Это было бы объективно, это было бы справедливо. Они бы только занимались элементом, они занимались исполнением судебного решения. И тогда бы, конечно, у нас процентов 90 было бы исполнение судебного решения. Женщина пусть тоже со своего мужчины сама, что ли, взыскивает элементы, нет? Это принципиальное изменение структуры должно быть. То есть, условно говоря, в МВД нужно создавать подразделение, структуру, управление, которое бы занималось взысканием. У них же сегодня есть, админпрактика сегодня у них есть. Админпрактика есть. Да, у них там, может быть, там пару человек надо будет добавить, возможно. И структуру создавать не надо. ГИБДД вынесла штраф. ГИБДД взыскивает. Идея, о которой говорит Олег, да, о том, чтобы передать взыскание частных долгов
каким-то независимым там, структурам. Там, Коллекторским агентством, так Знаете, и вот говорите. мое личное мнение, это вот я другая скажу свое схема. личное мнение, вот как человек, который проработал всю жизнь, но как вот сегодня может быть частный пристав, он коммерсант, у него выгода деньги заработать. То есть он приходит к нему и говорит, давай, как он за такие сложные дела не возьмется, потому что там он деньги не заработает, там он его взыскать не сможет. И я не представляю, как он будет дела возбуждать, как он будет штрафовать частный пристав за неисполнение сегодня решения. Это невозможно. И другое дело, подождите, я закончу. И другое дело, как он будет взыскивать алименты, как он будет взыскивать в пользу государства штрафы. У него интереса не будет, потому что у него интерес будет деньги зарабатывать. Он будет искать только, кто ему будет большие деньги предлагать. И за плохие он не возьмется. Да? Я считаю, здесь должна быть справедливость. Либо дайте Зульфие. Либо Вот какой-то слишком... процент, чтобы этот долг... Вот когда говорим о Зульфия, передаче, да. Подождите, дайте слово Зульфия, пожалуйста. Когда мы говорим о передаче полномочий судебных приставов частным лицам, можно приводить в пример западные страны, однако у нас этого работать не будет так, как должно быть. Почему? Потому что у нас немножечко другой менталитет. Почему у нас ограничили деятельность коллекторских агентств? Потому что коллекторы начали злоупотреблять своими возможностями, своими правами. Начались угрозы должникам, начались запугивания, начались в том числе и поджоги, и физические какие-то расправы. Поэтому частным лицам у нас в России нельзя передавать функции судебных приставов, потому что коллекторы в любом случае начнут злоупотреблять своими правами. Ну а что делать, если и судебные приставы не справляются? На самом деле судебных приставов нужно разгрузить. Вот как правильно говорил Зариф Закирович, он абсолютно верно сказал, что долги по штрафам уполномоченных органов необходимо передавать им самим, чтобы они сами взыскивали. Но на самом деле можно будет немножечко расширить штат, так ведь у них же... Даже можно 1-2 человека, потому что эти штрафы взыскиваются в электронном виде, то есть даже ходить там арестовывать ничего не надо. Спасибо, мы вернемся к разговору буквально через несколько минут. Если долг безнадежно большой, какие есть выходы из ситуации? Выходы подчеркнем в рамках закона. Давайте послушаем наших экспертов. Коронавирус за эти годы подкосил многих, в том числе и бизнесменов. Некоторые фирмы закрылись, а вот кредиты остались. Чтобы не попрощаться с личным имуществом, можно инициировать процедуру банкротства. Как грамотно подойти к этому вопросу? Чтобы не попрощаться с имуществом и подать и списать долги не получится, потому что в процедуре банкротства реализуется имущество, за исключением единственного жилья. Например, если у должника имеется машина, у супруги имеется машина, то оно будет реализовано. Тут надо подходить, тут решать надо внутри семьи. Юридическая компания «Мой арбитр» работает с 2015 года. Почти за 6 лет специалисты завершили более 300 дел со списанием долгов на общую сумму более чем в 500 миллионов рублей. Все, без исключения клиенты фирмы, были освобождены от долгов. В день обычно обращаются, 2-3 человека обращаются, но там суммы не маленькие, от миллиона до 16 миллионов рублей вложили. Кто-то оформил на бабушку, кто-то на маму оформили. Вот такие непростые ситуации у многих. Сколько длится процедура банкротства физического лица? И вообще, когда перестанут беспокоить банки или те же самые коллекторы? Если мы говорим своим клиентам о сроках банкротства, то средний срок от 6 до 8 месяцев, если нет должника имущества. В среднем срок такой 6-8 месяцев. Юристы компании «Мой арбитр» проконсультируют вас по любым вопросам, в том числе и с нашумевшей историей с компанией «Финика». Конечно, в последнее время очень много стало обращений, которые вложили свои заемные средства в эту организацию, в эту пирамиду. И да, можем им помочь и списать через процедуру банкротства, это возможно. Юристы компании «Мой арбитр» берутся за дело лишь после того, как изучат вашу ситуацию, как говорится, вдоль и поперек. Всю консультацию, кстати, можно получить по телефону. Кроме того, вам не придется ходить по судам, а также бегать по инстанциям, собирая документы. Все это сделают за вас. Зульфия, какой совет вы бы могли дать тем, кто либо попал в эту долговую яму, либо вообще пока думает о том, взять или не взять кредитную карту? Если пока еще находится на стадии раздумывания над тем, брать или не брать кредит, то, конечно же, я посоветую не брать кредит. Почему? Потому что, как в начале программы говорилось, берем чужие, отдаем свои. Лучше все-таки, наверное, как-то
поприжимисти пожить и заработать деньги для того, чтобы не было никаких долгов за спиной и спокойно жить и не беспокоиться о своем будущем. Но, с другой стороны, если уж все-таки оказались в ситуации, когда вы являетесь должником, то, естественно, вот в моей ситуации я бы с удовольствием, может быть, попыталась бы взять этот кредит, чтобы отдать тому кредитору, который сейчас существует. Но он успел предпринять свои собственные меры и обратился в арбитражный суд с заявлением о моем банкротстве. То есть у меня сейчас даже при большом желании нет никакой возможности перезанять где-то что-то для того, чтобы отдать денежные средства, хоть я и являюсь поручителем. София, можно ли резюмировать коротко вот этот момент, да, что каждому человеку нужно трезво оценивать свои финансовые возможности? Конечно. И понимать, если ты не можешь отдать, не бери в долг. В первую очередь. Да. К сожалению, у нас таких людей много, которые вот не оценивают, потому и настаивают с долга. Вот когда мы принимали закон, который я рассказывал, нам говорили, не все поддерживали, говорили, что ведь люди сами виноваты, они же сами подписали. Сами берут, да? Они же согласились на такие условия. Почему мы говорим, что их нельзя трогать? И такие, конечно, были, но тем не менее, для того, что, потому что у нас люди доверчивые, иногда вот это правильно говорил эксперт, он сказал, что люди не вчитываются проценты, поэтому, кстати говоря, они пишут очень мелко, мы в закон внесли изменения, чтобы это должно быть написано крупным буквами, то есть шрифт меньше не должно быть. Ну, мы много лет об этом говорим, но ситуация повторяется все снова и снова и снова. Да, Олег? Ну, во-первых, если ты идешь в какую-то юридическое лицо, вернее, да, в какую-то финансовую компанию частную, не государственную, не в банк, ну, проверь хотя бы минимальную историю об этой организации. Сейчас в интернете, ну, практически в свободном доступе можно посмотреть информацию любой организации. Если ты видишь, что там уставный капитал 10 тысяч рублей, там 1,5 учредителя, ну, если тебя вот уже какие-то сомнения берут, конечно, туда идти не надо. Ну и, естественно, нужно сопоставлять свои возможности. Когда ты берешь займ, четко понимать, что его придется отдавать все равно. И, наверное, это главный совет, да, чтобы каждый человек трезво оценивал свои финансовые возможности и включал голову перед тем, как он собирается взять в долг, неважно у кого, у друга, у родственника, у физлица, либо у юрлица, да, либо у банка. Уважаемые гости, большое вам спасибо за конкретный, предметный и, главное, честный разговор. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо, до свидания. Спасибо. До свидания. Руслан, конечно, меня сегодня больше задела идея о том, что ты можешь проснуться и оказаться в должниках, когда либо ты соседей затопил, либо на твоей машине вот совершено ДТП, или ты поручился за человека, а он долг не отдает. И, в общем, вот это вот такая ситуация, когда ты не можешь вот контролировать. Можешь. Слушай, вот есть такой фильм «Место встречи изменить нельзя», знаменитый, да, и там такая есть тоже знаменитая фраза, ее говорит Жиглов, да, Шарапову. Послушай, говорит, без наказания, без вины не бывает. Надо было с бабами своими разбираться вовремя и оружие, где попало, не разбрасывать. О чем это, к чему это, да? Человек должен понимать свою ответственность перед тем, как давать деньги, либо брать деньги. Постоянно все контролировать, быть суперосознанным. Невозможно все контролировать, но голову включать всегда надо, по возможности. Но у всех бывают разные ситуации. Руслан, тебе слово. Ну что, дружок, должок. Долги бывают разные. Долг служебный, долг родительский и даже долг супружеский. И все-таки первое значение этого слова про деньги. Потому как долг, он платежом красен, если только тебя не развели. Потому что берешь чужие на время, а отдаешь свои и навсегда. Если не хочешь быть в долгах, как в шелках, включай голову. До свидания, берегите себя и своих близких. Смотрите, честно говоря, на канале БСТ и во всех соцсетях страны.